Хуруль Аин, черноокие гурии, знаешь ли ты, кто это такие? Представлял ли ты когда-то встречу с ней, задумывался ли о ней? Так послушай же кусочек из ее описания. Знай, что сходство между описаниями наслаждений рая и дуньей всего лишь в именах, дабы человек имел представление о нем. Однако ждет его то, что не видел глаз, не слышало ухо, и то, о чем даже не помышлял разум. Так послушай же об одном из этих наслаждений. И говорит Ибн Нухас, рахимахуллах, клянусь Аллахом, кровь шахида не успевает высохнуть, как он уже встретил ее. Его глаза наслаждаются ее созерцанием. Гурия с большими глазами, красавица, особенная, девственница, подобная рубину. Ни один человек или джин не прикасался к ней. Ее речь нежна и мягка. Ее телосложение восхитительно, ее волосы гармоничны по цвету, ее зрелость полноценна, ее ресницы порхают, ее красота ослепляющая, лучиста, ее кокетство явно, ее взгляд украшен сурьмой, ее элегантность привлекательна, чарующая ее речь, удивительно ее создание, великолепны ее манеры, сияющая, украшена, самая восхитительная из дозволенного, полная любви, чистая от скуки. Ее взгляд создан, чтобы смотреть только на тебя одного, а потому она смотрит лишь на тебя. Она хочет для тебя всего, чего желает твоя душа. Если бы всего лишь один ее ноготь стал виден людям, он бы затмил собой свет полной луны. И если бы ее браслет стал виден ночью, тогда бы не осталось темного уголка во всей вселенной. Если бы ее запястье увидели люди, тогда все человечество было бы очаровано. Если бы она бросила взгляд между небом и землей, он бы наполнил пространство между ними благоуханием. И каждый раз ты смотришь на нее, она увеличивается в великолепии. И всякий раз ты садишься с ней, ее красота растет. Разве разумен тот человек, который услышал о ней и затем бездельничает, не добиваясь встречи с ней? Как? Ведь в раю его ждут большеглазые гурии, девственницы, подобные ей и более красивее ее. Задумайся, о брат мой, о том наслаждении, которое приготовил тебе Аллах, субханаху ва та'аля. Я заклинаю тебя Аллахом, неужели ты выбираешь эту дунью взамен на те блага и наслаждения, которые приготовил тебе Аллах? Неужели ты выбираешь этих мирских женщин взамен тех прекрасных, что ждут тебя в раю? Задумайся, тех, про которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если одна из них просто украдкой посмотрит на обитателей земли, то от ее красоты и великолепия засияет вся земля светом так, что померкнет на фоне этого сияния свет солнца, и заполнится все, что между небом и землей, ее благоуханием и ароматом. Если от ее одного взгляда будет то, что описывается в хадисе, подумай, брат мой, что будет тогда, когда ты останешься с ней наедине? Если ее аромат заполнит небеса и землю, то представь, какой аромат ощутишь ты, когда прикоснешься к ее телу. Подумай, брат мой, и посмотри, что ты делаешь, и что ты выбираешь, и знай, что это райская гурия, твоя жена, которую создал для тебя Аллах, субханаху ва та'аля. Она знает тебя сейчас, она любит тебя с сильной любовью, она скучает по тебе и с нетерпением ждет встречи с тобой. Да, и как пришло в хадисе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый раз, когда женщина ослушается своего мужа, ругает его или относится к нему плохо, то его жены из числа райских гурий говорят: не причиняя ему страданий, да погубит тебя Аллах. Поистине он у тебя лишь на короткий срок и скоро присоединится к нам. И поспеши, брат мой, к той, которая никогда не предаст тебя, не разочарует тебя, к той, которая никогда не огорчит и не ослушается тебя, к той, которая будет радовать твой глаз той радостью, которую ты не найдешь в этой дуне, к той, которая будет приносить тебе такое наслаждение, которое ты не испытывал никогда. Да, она заждалась тебя, она готовится ко встрече с тобой, поэтому поспеши же, мой брат, поспеши к ней навстречу.